всем доброе утро, всем, кто просыпается вместе с нами в это утро. 7 часов, это значит, что на телеканале Якутия-24 и НВК Саха программа «Утро Якутии». Екатерина Винокурова, Павел Танин. Просыпаемся вместе с вами. Ну, во всяком случае, пытаемся это сделать. Тем не менее, это нам не помешает. Что? Не помешает вас зарядить на позитивный, плодотворный день. Тем более, сегодня на календаре уже 24 августа. Это ровно одна неделя остается до того, как закончится лето. Ну, календарное лето. В принципе, судя по погоде, погодное лето, оно уже нас покинуло примерно где-то дня 8 назад. Пускай это будет так. Да, что нас ждет сегодня в эфире? Много чего интересного, впрочем, как и всегда. Так, мы вам расскажем, как выбрать школьные принадлежности. Наверняка многие родители сейчас в суете, в такой, может быть, панике бегают по школьным базарам, магазинам. А бабушки и дедушки проводят эти последние дни каникул вместе со своими внуками. Да, ну, некоторые школьники проводят последние дни летнего месяца в детских загородных лагерях. И сегодня в нашем выпуске мы расскажем как раз о детском отдыхе в Ленском районе. Сколько детей за это лето успели отдохнуть в детском лагере «Алмаз». Помимо этого, в первом блоке нашего эфира гостем в студии станет специалист по госзакупкам, где мы поговорим о том, что это такое и для чего нужны закупки. Во втором блоке нашего эфира к нам придет в гости специалист МФЦ, расскажет о новой услуге по предоставлению карты болельщика, так называемого Fan ID. Ну и по традиции вас ждут наши рубрики, такие как «Столетие Я СССР», «Мой доктор» и «Полезные советы». Также наши корреспонденты, коллеги сегодня вам расскажут о новых муралах, которые появятся в столице региона в ближайшее время. Поговорим также о соляной комнате, которая открылась в Ленском районе. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на наш телеграм-канал. QR-код вы видите сейчас на экране, его можно сканировать своим смартфоном, попасть сразу в канал, нажать «Подписаться» и следить за всеми событиями, которые там происходят в этом канале. Ну и помимо этого можете всегда отправить свои сообщения на наш номер 8 914 273 4488. Все мы обязательно прочитаем, по возможности зачитаем в эфире. Собственно, что это может быть? Какие-то поздравления, приятные ваши личные новости, которыми хочется поделиться, или какие-то предложения по темам, которые вы бы хотели увидеть в наших выпусках. Ну а далее о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 8-9 градусов тепла. В заречной группе 7,9, в южных от 8 до 10. В Вилюйской группе 7,9 градусов тепла, в Нижнеленских от 1 до 4, в западных 3,8, в Колымо-Индигирской группе улусов от 6 до 16 градусов тепла. В Янских 5,7, на северо-западе 4,7 градусов. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 9 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. Ну вот, судя по температурным показателям, да, мы можем с уверенностью говорить, что лето подходит к концу, а вместе с ним подходит к завершению и период работы детских загородных лагерей. Всего в этот летний сезон работали более 500 учреждений на территории республики. В них отдохнуло более 37 тысяч детей не только из Якутии, но и из других регионов страны. Как прошла летняя оздоровительная кампания детей и молодежи в лагере «Алмаз» Ленского района и какие у них планы, смотрите в следующем сюжете. В лагере «Алмаз» закончилась третья смена, а значит и летний сезон подошел к концу. В этом году здесь отдохнули 630 детей. В каждой смене по 210 ребят из Ленского и Мирнинского районов, Томска, Москвы и Новосибирска. Как отмечает руководство лагеря, все задуманное на лето 2022 года выполнили. Закупили и установили игровые площадки, веревочный парк и скалодром высотой 3 метра. Сделали косметический ремонт в зданиях. Уже с сентября здесь начнут готовиться к следующему году. В медкорпусе оборудуют соляную комнату, установят новые площадки, расширят веревочный парк и скалодром. Возможно, в 2023 году маленьких посетителей станет больше. Одна из задумок руководства – увеличить количество мест.
Как тебе эта смена? Впервые ты здесь или нет? Я здесь второй раз, но первый раз я была в 6-м отряде. Вот. Мне очень понравилась эта смена. Здесь очень классные ребята и вожатые. Что больше всего запомнилось? Не знаю, скорее всего, дискотека в бассейне и обычные дискотеки в клубе. Вообще очень круто, потому что я был последний раз крайний в 2019 году, и была такая же смена, дружные ребята, хороший коллектив и крутые вожатые. Дети запомнились больше всего, потому что это мой первый опыт, так сказать, с детьми полностью, вот. И для меня это в новинку все. Мне очень понравилось довольно-таки дискотеки, как их будить, водить в бассейн. В общем, все замечательно. А в следующем году собираетесь приезжать? Обязательно, если получится, то да. На этой неделе в столице региона стартует конференция о государственных закупках. Госзакупки – это система, с помощью которой государственные компании ищут поставщиков товаров, работ и услуг. Причем закупки эти могут быть любого масштаба, от покупки канцелярских кнопок до постройки стадионов. Госзакупки позволяют получить крупного и надежного заказчика, который точно заплатит. Это еще и возможность увеличить объем продаж и расширить географию торговли. Ходят слухи, что госконтракты получить удается только своим, мол, со стороны не стоит и пытаться. Так ли это на самом деле? Поговорим сейчас с нашим гостем в студии Николаем Яковлевым, первый заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Центр закупок Республики Саха-Якутия. Николай, доброе утро. Доброе утро. Вообще расскажите, что же такое закупки и насколько легко в них участвовать? Закупки у нас проводятся именно то, что вы сейчас сказали, там только не могут участвовать только конкретные поставщики, а там могут участвовать любые физические лица, юридические лица. И как раз вот наше учреждение делает все самое необходимое, чтобы в них там участвовали как можно больше наших поставщиков. И у нас в среднем сейчас выходит больше 3 участников на каждую закупку. Вот расскажите про предстоящие мероприятия, как мы уже сказали, стартует конференция, чему она будет посвящена, кто будет приглашен? Конференция у нас будет 25-26, то есть завтра. В них, как вы знаете, закон о контрактной системе там, и закупках меняется почти каждый день. И любые там нарушения там дают, можно сказать, большие штрафные санкции и из этих там для этого, чтобы нарушений не было, и так и проводим как раз и конференции закупки Якутии 2022. В них планируется участие более 400 там участников, потому что у нас даже в городе у нас больше 250 заказчиков получается. И также еще к нам приедут еще больше 100 участников. Это участники закупок как раз и из наших улусов должны приехать. Также к нам еще приезжают, в связи с тем, что такая программа такая интересная, к нам еще будут приезжают из Татарстана, из Башкортостана, из Москвы, из Омской области, Алтайского края и других регионов. Достаточно много регионов. Да. Конференцию можно всероссийской назвать в какой-то степени. Да, у нас как раз и это межрегиональная, получается, конференция. Ну вот говоря про статистику, сколько вообще закупок в год происходит? То есть, в любом случае есть какая-то статистика, да? И какие функции на себя берет ваше учреждение? Наше учреждение с каждым годом у нас полномочия увеличиваются, то есть дополняются. Да. С этого года мы стали проводить даже закупки по 223-му, так называемому федеральному закону. И мы сейчас, по итогам прошлого года, находились на 3-м месте. А сейчас по первому полугодию этого года наше учреждение по регионам страны находится на 2-м месте. То есть, если сейчас сказать, нам поступило более 20 тысяч закупок на сумму около 53 миллиардов рублей, то сейчас мы уже опубликовали более 13 тысяч закупок на сумму более тоже около 50 миллиардов рублей. Вот разница между 20 тысяч и 13 тысяч – это доработки заказчикам, потому что к нам уже поступает заявка уже с нарушениями это законодательства о контрактной системе. Вот одна из наших целей – это недопущение именно нарушения законодательства. Экономию мы получили по итогам наших закупок около 2 миллиардов рублей. Как мы уже сказали, закупки бывают разные, то есть буквально от канцелярских кнопок до постройки стадионов. Допустим, в нашем регионе самые распространенные, наверное, на что заключаются госконтракты? Виды, да. У нас как раз только в основном это ежегодные повторяющиеся закупки, это как раз, как вы сказали, канцелярия, очень много у нас закупаются, товары, социальные учреждения наши там покупают свои там продукты, питание покупают.
Ну, очень много вот таких закупок, которые там повторяются из года в год. И как раз у нас также есть большие закупки, которые там миллиардные закупки, которые через нас тоже проходят. Мы это в соответствии с законодательством тоже размещаем. И также через контролирующих органов тоже защищаем наших заказчиков. А вот именно среди участников от лица республики нашей, насколько много человек? Если вкратце сказать, у нас контрактов было заключено на этот период около 29 миллиардов рублей. Из них 22 миллиарда это заключили контракты именно из нашего региона, то есть из Республики Саха-Якутия. Это около 77% получается. То есть большинство у нас денег, бюджет, да, остается как раз в республике. Это как раз и способствует развитию наших субъектов малого предпринимательства, наших местных товаропроизводителей, ну и так далее. Ну, нужно, наверное, уточнить, что мы имеем в виду, что и заказчик с территории республики, и, собственно, исполнитель, поставщик с территории республики. Да. А по итогам вот мероприятий, да, что к чему должны прийти? Ну, мы как раз и хотим на этом мероприятии там получить какие-то вопросы насущные, которые у нас есть. Как раз к нам переезжают, будут участвовать представители из Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, контрольная служба, да. И как раз наши предприниматели, наши заказчики могут им задавать свои там вопросы, какие там у них есть. И по итогам как раз конференции мы планируем какую-то принять резолюцию и направить как раз в Федеральное министерство, чтобы они там тоже рассмотрели наши предложения и так далее. И чтобы из первых уст там услышали свои ответы. То есть, получается, не только обмен опытом, но и чему-то новому можно научиться. Да, конечно. Вот поэтому у нас регистрация сейчас также идет. Да, до сих пор идет. И завтра там тоже у нас будет как раз в Доме народов имени Кулаковского. И приглашаю всех, чтобы пришли, участвовали и получили на все свои вопросы ответы. Ну и вот завершая беседу, буквально в 2 словах, да, вот вы сказали очень правильную фразу, что законодательство в рамках закупок, оно меняется почти каждый день. В этом году какие, может быть, глобальные изменения произошли? Ну, глобальные изменения произошли, это именно сейчас сокращение конкурентных способов у нас, получается, сейчас принимается. То есть ежедневно там у нас еще сейчас очень много проходит именно у единственного поставщика. Мы это пытаемся тоже сократить, чтобы это количество именно единственных поставщиков тоже сокращалось. Ну, вот так вот. Николай, спасибо большое за полезную, Спасибо. информативную беседу. Всех, опять же, приглашаем на эту конференцию, кто вообще в закупках участвует. Ну, Успеть зарегистрироваться завтра, да? Есть Да. время? У нас там тоже будет. А мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Глава республики поручил ускорить темпы сенокосных работ в Якутии. Накануне состоялось совещание по кормозаготовке. Айсан Николаев отметил, что необходимо создать запасы, чтобы в дальнейшем организовать перевозку сена внутри республики. Министр сельского хозяйства Александр Атласов доложил о том, что на предстоящую зимовку требуется заготовить более 440 тысяч тонн грубых кормов. По состоянию на 22 августа скошено более 265 тысяч гектаров сенокосных угодий. Заготовлено более 269 тысяч тонн сена, что составляет 61%. Вследствие паводка сложная сенокосная кампания проходит в Верхоянском, Кобяйском, Горном и Чурапчинском районах. В республике разработали систему распространения видеоконтента для кинотеатров «Экстра Синема», которая имеет потенциал стать новой системой дистрибуции фильмов в кинотеатрах. На разработку проектора у авторов инициативы ушло 3 года. Сейчас «Экстра Синема» покоряет кинозалы масштабы нашей республики. Так, 27 августа, в День российского кино, якутские проекторы планируется запустить в эксплуатацию в кинозалах Сайдам, Кобяйского района, Мечер, Усть-Алданского района и Доме народного творчества Сайдыс Чурапчинского района. Мы на самом деле ориентируемся, что будем выходить и на международный рынок, в том числе, в первую очередь, это страны бывшего Советского Союза. У них тоже огромная заинтересованность в этом есть. Мы уже общались и с Казахстаном, и с другими странами, да, у которых есть большие территории и низкая плотность населения в населенных пунктах, и низкий уровень кинофикации. С
Спасатели Якутии эвакуировали один из фрагментов ракеты-носителя. Он обнаружен в Кобяйском районе в труднодоступной местности. Его спуск занял 2 дня. Транспортировка также осложнялась изменчивой погодой. Произведена распыловка фрагмента, а также эвакуация при помощи вертолета. Продолжается поиск остальных фрагментов. Обязательный масочный режим не планируют вводить в Якутии. Глава республики Эдсон Николаев в ходе передачи «Прямой разговор» заявил, что в регионе не планируется введение строгих ограничений из-за коронавируса. Он отметил, что Якутск по случаям заболевания коронавирусом выходит на пиковые показатели. Скоро должно начаться снижение. Сейчас мы имеем дело с мутировавшим омикроном, когда болезнь у подавляющего большинства протекает как острая респираторная инфекция, без тяжелых последствий. Поэтому вводить повальный масочный режим необходимости нет. При этом каждая организация может самостоятельно объявить масочный режим на своих объектах. На Комсомольской площади продолжает работу традиционная школьная ярмарка. В этом году в ней приняли участие 140 предпринимателей. На ярмарке можно купить все к школе, начиная с тетради и ручек, заканчивая обувью. Также уже не первый год предприниматели устраивают благотворительную акцию. Так, в этом году благотворительность разделилась на несколько блоков. Помогают не только многодетным и малообеспеченным семьям, но и семьям, пострадавшим от паводка в Верхоянском районе. Ярмарка продолжит работу до 5 сентября. До этого дня каждый желающий может прийти на помощь нуждающимся. Я считаю, мы занимаемся очень хорошим делом, то, что это самая основа основ, чтобы наша республика стала еще сильнее, чтобы в нашей Якутии жили успешные люди, и чтобы и наша Якутия процветала. Доброе утро, утро Якутии. Мне нравится это словосочетание «доброе утро», утро Якутии. Да, и доброе утро, и утро Якутии. Это новое утро. Да, но больше всего люблю, конечно, спокойной ночи, но это будет вечером, а пока день только начинается, и мы готовы его встречать, мы готовы его побеждать, как бы это ни звучало. Вот. Ну и отмечать какие-то очень интересные события этого дня. Напомним, сегодня 24 августа. И на очереди, конечно, наша традиционная рубрика «Даты, события», все, чем запомнился этот день в истории, кто родился. Смотрите далее. На календаре 24 августа сегодня отмечают Международный день странной музыки, День персикового пирога, День вафель, День рождения картофельных чипсов, День валяния в стоге сена. По народному календарю в этот день почитают былиного богатыря Евпатия Калаврата. На Руси в этот день состригали шерсть с овец, чтобы до наступления холодов она успела отрасти. Из шерсти делали нитки, вязали теплые вещи и валяли валенки. Новолуние и погожая погода предвещают теплую и солнечную осень. События в этот день. В 1853 году американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы. Советский летчик Константин Кайтанов первый в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты 11 037 метров. В 1995 году вышла операционная система Windows 95. В этот день Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет. В этот день родились Лев Голицын, русский промышленник, основатель виноделия в Крыму. Жан-Мишель Жар, французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки. Стив Гутенберг родился в 1958 году, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Залижан Шарипов, российский космонавт, летчик-инженер, герой России и Киргизии. В этот день именины отмечают Федор, Теодор, Мартин, Марк, Максим, Макар, Василий, Александр, Сюзанна, Мария. Что ж, продолжаем наш эфир, и всегда мы напоминаем о том, что работаем в прямом эфире с 7 утра до 8 утра, вот в этот час, специально для вас, чтобы было чему порадоваться с утра,
как бы, я думаю, что утро Якутии — это безусловный повод для радости с утра и улыбки. Вот. И работаем мы в прямом эфире. Можете отправлять свои сообщения. У нас есть способы обратной связи. Номер телефона, который видите на своем экране, 8 914 273 44 88. Все ваши поздравления какие-то, может быть, у вас приятные события, вы хотите этим поделиться, вас прям вот нужно всем рассказать об этом, пожалуйста, присылайте, мы это прочитаем, по возможности зачитаем. И вот некоторые зрители, мы за них, конечно, очень рады. Они нас смотрят чуть-чуть попозже. Час спустя. Час спустя. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Вот вчерашнее такое сообщение, но я думаю, будет актуально оно и сегодня, потому что доброе утро. Желаю хорошего рабочего дня своему парню Петру Охлопкову, собственно, Аня и сын. Да. Да, вот. Да, и мы присоединяемся к этому прекрасному пожеланию, да. Даже если день сегодня уже не рабочий, тем не менее, дня хорошего, ну, это никогда лишним не будет, не бывает. Поэтому, друзья, если вы тоже хотите кого-то поздравить, кому-то пожелать доброго утра, хорошего дня, поделиться радостной вестью, пожалуйста, 8 914 273 44 88. Да, и мы, кстати, вот не раз замечаем, что очень поздно, да, к нам приходят сообщения уже после эфира. Да. Как уже сказал Паша, смотрят нас многие с 8, это уже в повторе. Поэтому старайтесь писать нам с 7 до 8, а мы с радостью, с огромным удовольствием зачитаем ваши. И просыпайтесь раньше вместе с нами в 7 утра. Кто рано встает, тот мы знаем, что все хорошо складывается. Но, тем не менее, мы вместе с этим и рады за тех, кто может поспать подольше. Потому что, ну, счастливые вы люди. Счастливые люди, а мы тем временем продолжаем наш эфир. Выставка работ Алексея Дьяконова «Зов предков» открылась в День государственного флага в Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семях». Здесь представлены доспехи и костюмы из фильма режиссера Андрея Борисова «Тайна Чингисхана». Параллельно с выставкой идет трансляция фильма. Для всех желающих проходит фотографирование детей в выставочных костюмах. Ну а как сообщают организаторы выставки, будет работать выставка каждый день, продлится вплоть до 22 сентября. Так что если у вас появится свободное время, то смело можете всей семьей сходить вот на эту выставку. Ведь искусство учит нас чувствовать и проживать новые эмоции. Надо сходить обязательно. Пережить новые эмоции. Обязательно. В этом году мы также продолжаем рассказывать различные истории, моменты, факты и знаменательные даты становления нашей республики как отдельного региона страны. Да, и сегодня в нашей юбилейной специальной рубрике «Столетие Я СССР» мы вам расскажем, как в республике отмечали праздничные события в прошлом столетии. Доброе утро, меня зовут Туяра Павлова, и мы продолжаем рассказывать о важных вехах развития нашей республики. Наверняка всем нам интересно узнать, как же отмечали исторические события более века тому назад. Август 1912 года. Приближалось важное событие истории России, а именно столетие Отечественной войны 1812 года. И отмечали его День Бородинского сражения, то есть 25 августа. В 5 часов вечера делегаты съезда собрались в Краеведческом музее, ныне отреставрированном здании Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И начался литературно-музыкальный вечер. Хор учащихся под сопровождением духового оркестра исполнил национальный гимн. Литературно-музыкальные номера чередовались лекциями. Были прочитаны лекции на тему «Причины войны 1812 года», «История войны 1812 года» и «Участие Якутской области в войне 1812 года». Последняя лекция отличалась краткостью, но она содержала важные, ценные сведения. В частности, лектор сказал, что якутяне с большим подъемом собрали сумму денег для организации народного ополчения. В денежном выражении вклад составил 67 413 тысяч рублей. По тем временам сумма была немалой. В послевоенное время якутяне активно участвовали в массовом движении народов России по организации помощи населению районов, пострадавших от нашествия врага. С 9 вечера было устроено торжественное народное гуляние на
иллюминированном, украшенном флагами сквере имени Ивана Ивановича Крафта, ныне площадь Дружбы народов. Несмотря на прохладную погоду, собралось много горожан, и они послушали 8 музыкальных произведений оркестра под руководством Столярова. Особенно понравилось горожанам произведение знаменитого немецкого флейтиста Тема «Бой под Бородино». Празднование юбилея исторического события оставило неизгладимое впечатление для всех присутствующих. Ну а в столице республики тем временем завершился фестиваль современной культуры «Лето Якутия». Да, в рамках фестиваля опытные, а также начинающие художники должны были предоставить свой эскиз на заданную тему. Победители удостоятся чести увековечить свои работы на фасадах Якутска. Да, но подробности этого, все-таки какие муралы в Якутске новые появятся, мы узнаем в следующем материале. С давних времен человек рисовал на стенах своего жилища. Именно благодаря самым ранним картинам у нас теперь есть бесценное знание о истории наших предшественников. Они имеют большое значение для человечества, поскольку изображают жизненные действия, повседневные пейзажи и традиции того времени, когда они были созданы, давая нам возможность посмотреть на разнообразие наших культур в разные периоды. Наравне с тем, как менялось время, менялась и культура, но рисунки на стенах не утратили своей актуальности. Из года в год на территории нашей республики появляются новые муралы. Примечательно и то, что в основном они выполнены в национальном стиле, с сохранением идентичности народа Саха. Это вполне естественный процесс, учитывая то, что мы идем к своей национальной идентичности, такими вот путями. И именно сейчас это интересно. В этом есть наша сила и индивидуальность. Фестиваль современной культуры «Лето Якутия» проходит уже не первый раз. Ежегодно талантливые художники республики предлагают новые идеи для благоустройства городской среды. В этом году победителями стали 3 участника и 1 команда художников. С ними и будет заключен контракт по росписи фасадов. Отбор был с 4 июля по 4 августа. Мы получили немного заявок. На данный момент мы отобрали 4 художников, из них 1 группа и 3 художника, граффитиста. У нас есть несколько объектов на территории креативного кластера и на улице Труда. У нас есть тема, у нас есть направление, но каждый художник предлагает свои эскизы, свои индивидуальные авторские эскизы. К росписи муралов победители фестиваля приступят уже в начале сентября. Стоит отметить, что в республике идет системная работа по улучшению городской среды. И муралы, как вид уличного искусства, не только облагораживают города и села, но и помогают зафиксировать важные для общества смыслы. Работы художников становятся хорошим напоминанием о ключевых общественных и политических событиях последних десятилетий, а также повествуют о неизменных ценностях, о любви и семье. Полина Доленская, Семен Семенов, Якутск. Я все-таки остаюсь при своем мнении. Мне очень нравятся муралы. Мне кажется, они правда очень украшают наши города. Я не могу не согласиться, да, они добавляют красок, добавляют какой-то дополнительной жизни городу, именно вот не такой урбанистической, в части того, что вот стоят дома, вот дороги, машины ездят, а вот именно какой-то красоты, такой, в том числе и духовной, потому что это все-таки произведение искусства. Но вот завершая тему именно с муралами, хотелось бы вспомнить случай недавний в Алекминске, когда мурал, который в свое время нарисовала художница наша Гдана Игнатьева. Его закрасили, но, как выяснилось, все случилось. Почему? Потому что они благоустраивают дворовые территории в рамках проекта «100 дворов», если не ошибаюсь, так он называется. Вот. Ну а со временем мурал был давно нарисован все-таки, он немного подискорежился, скажем так. Краска начала отлупляться. Самостоятельно перерисовать такое произведение было трудно, решили закрасить. Но, скорее всего, на его месте планируется все-таки, появление нового какого-то произведения, поэтому это не была какая-то там, не был какой-то заговор. А в это время, кстати, Гдана Игнатьева, она сейчас рисует в районе
аэропорта города Якутска новый мурал. Тоже появится новое произведение, на которое можно будет смотреть. Тем более все прилетающие в Якутск люди смогут увидеть эту красоту. А потому, как ты въезжаешь в город, такое впечатление ты о городе первое и формируешь. Поэтому хорошим делом человек занимается, я считаю. Да, передаем привет Кыдане. Желаем ей не терять вот этого творческого потенциала. К слову, учились мы вместе с ней в одном вузе. Ну, в разных. Можем бесконечно говорить. Можно про нее бесконечно говорить. Тем не менее, перейдем к нашей следующей рубрике «Мой доктор», она называется, где расскажем вам о значимости морского воздуха для каждого человека. Ведь не зря каждый из нас мечтает провести свой отдых на берегу моря. Доброе утро! Море – лекарство от всех болезней, утверждал Гиппократ. Посещение морских курортов дает возможность укрепить иммунитет, успокоить нервную систему. Особая польза купания в морской воде для беременных женщин, детей и после тяжелых заболеваний. Морские водоросли выделяют газообразный йод. Выдыхая его, мы обеспечиваем организму суточную потребность в этом микроэлементе. Море идеально для людей, страдающих дерматологическими заболеваниями. Оно облегчает состояние при псориазе, экземе и хронических дерматозах. Морская вода быстро заживляет раны. Плавание – еще особый вид физической нагрузки без вреда для суставов. Полезно оно и при болезнях в суставах, артрозах и артритах. Звуки моря уникальны. Для них придуман специальный термин «белый шум». Он способствует быстрому засыпанию, а также качественному и глубокому сну. Такое воздействие оказывает даже шум моря, воспроизведенных на устройствах. Ходьба по теплому песку и гладкой гальке избавляет от головных болей и мигрени, облегчает состояние при плоскостопии, а солнечный свет способствует производству витамина D, которого так часто не хватает. Помогает при хронических легочных заболеваниях, фарингитах, рингитах, бронхитах и гайморитах. Итак, если вы планируете отдых на море, а сами живете достаточно далеко от него, переезд в новую климатическую зону – это стресс для организма, и ему нужно время для адаптации. Поэтому отпуск нужно брать с расчетом на то, что он должен продолжаться хотя бы 10-14, а лучше 20 дней. В первый день после приезда не торопитесь сразу к морю. Дайте себе время на отдых с дороги. Следите за временем пребывания на солнце. Пользуйтесь солнцезащитными кремами для кожи, лица и тела, чтобы избежать солнечных ожогов. Будьте здоровы! Ну, а с реализацией нового проекта в Ленском районе теперь подышать морским воздухом можно не только на море, но и в Якутии, не обязательно ездить куда-то далеко. Стало возможным это благодаря открытию в школе Ленска соляной комнаты. Пока это единственный проект, реализованный в Ленском районе компанией «Кимпиндяйская соль», а вообще на их счету уже 20 подобных объектов в республике. Раньше соляные комнаты можно было встретить только в санаториях, а вот организовывать галотерапию в образовательных учреждениях стало популярным после пандемии коронавируса. Посетила галокамеру и наш корреспондент Анна Кожевникова. Дышать морским воздухом теперь можно практически не отрываясь от учебного процесса в школе номер 1. Диковинкой для Ленска стал необычный кабинет «Соляная пещера». Здесь не только стены и пол из соли. Есть специальное приспособление, которое распыляет уже более мелкую соль в воздух, и этим составом дышат. То есть, конечно, медицинский работник в обязательном порядке. Я думаю, мы найдем сотрудничество с ЦРБ. И первые, кто будут заходить, это, конечно, будут заходить дети начальных классов. Но отказывать старшеклассникам тоже не планируют. Идея создания соляной комнаты принадлежит руководству района. Исполнитель проекта – компания «Кимпиндяйская соль». За их плечами уже 20 подобных комнат по республике. Для того, чтобы обычный кабинет превратить в соляной, потребовалось 3 тонны соли. Пребывание в такой соляной комнате заменяет поездку на море для школьников. Это лучшая профилактика простудных и ОРВИ заболеваний. А также галокамеры успешно используют для лечения бронхиальной астмы, акне, псориаза, экземы, дерматитов. Курс должен составлять 10 дней от 15 до 40 минут. Соляная комната первой школы рассчитана на 8 человек. Музыкальное оборудование, подсветка и картины способствуют еще и релаксации. Анна Кожевникова, Александр Ильчук, Ленск.
Ну а тем временем наш номер пришло еще 2 сообщения. Целых 2. Целых 2, и мы обязательно... Да, их- нас услышали. Люди Да. просыпаются. Так, с семьи. оказывается, нужно было просто сказать время, когда надо писать. Вот, собственно. Ну что ж, с Ну позитивом, давай, позитив не это томи главное. уже. Итак, здравствуйте, всех с добрым утром, утром грибным. Просто незамысловато, действительно. Как здорово. Грибов, Действительно грибное утро. грибов в лесу После, сейчас... после дождичка. Да, как грибов после дождя, сейчас грибов в лесу. Такая тавтология. И второе сообщение. Здравствуйте, с добрым утром. Пожелайте, пожалуйста, удачи. Еду на собрание. Что это за собрание, нам доподлинно неизвестно. В любом случае, удачи Да, вам. И удачи пусть огромной. все сложится так, как вы хотите. Да, пусть все получится. Мы продолжаем. Нерюнгринец Алексей Наумов представил проект под названием «Путевка в жизнь». С этой работой в номинации «Волонтеры» он вошел в полуфинал международной премии «Мы вместе». Участие принимали представители многих стран, в том числе из всех 85 субъектов Российской Федерации. Данный проект объединил в себе несколько активных практик. Суть заключается в проведении профориентационных игр для детей, в развитии социализации и проведении ярмарок профессий. Полуфинал будет проводиться в заочном формате. Участникам выдадут задания, а финальное оценивание проектов начнется 15 октября. А дальше экспертная работа. Эксперты нам поставят баллы. И уже по итогам экспертной оценки, то есть там больше, наверное, 80 человек будет оценивать по разным направлениям. Вот. И после этого выход в финал. То есть финал уже будет в Москве в декабре месяце при подведении итогов по итогам года, где лучшие волонтеры, некоммерческие организации, предприниматели, медийщики будут уже соревноваться в финале. Доброе утро. Карта болельщика появилась такая, слышал? Слышал, говорят, что многие фанаты, которые прям фанаты футбола, негативно относятся к этой практике. Тем не менее, я считаю, что все-таки вопрос безопасности на футбольных матчах особенно, это дело действительно важное. Да, это новый цифровой сервис безопасности и комфортного посещения футбольных матчей. Именно российской премьер-лиги и на стадионах в 5 городах России. Это, на секундочку, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. Ну и более подробно об этом проекте, что он из себя представляет, мы поговорим со специалистом Центра «Мои документы» Александрой Филипповой. Александр, доброе утро. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о новой услуге, сервис «Карта болельщика», для чего она нужна, когда вообще начали ее предоставлять якутянам, то есть ли уже, может быть, первые обладатели FNID, так называемого? Да, это новый сервис, он запущен буквально вот с понедельника, с 22 августа, в 12 офисах МФЦ. Это 6 отделений в городе Якутске и также в отделении города Мирного, Удачного, Айхал, Нерюнгри, Алдан и Нижний Бестях. В целом, как вы правильно отметили, карта — это сервис для комфортного и безопасного посещения стадионов. Это уникальный номер, то есть в целом это электронный сервис с присвоением уникального номера, и уже вот этот номер нужен для покупки билетов, а также оформления абонементов и аккредитации для прохода на стадион, то есть не только болельщикам, но и организаторам, персоналу, сотрудникам СМИ и также участникам матчей. То есть футболисты тоже, получается, регистрируются. А как ее можно получить? Предварительно необходимо направить заявление на портале госуслуг, сделать там фотографию, внимательно ознакомиться с требованием к фото, а не как на паспорт. Система сама первичную проверку проведет, потом направить заявление, дождаться уведомления о том, что необходимо подойти в МФЦ. Также список МФЦ всех доступны на портале госуслуг. И подойти к нам с документом, удостоверяющим личность, и пройти вот идентификацию. Мы направляем заявление в течение какого-то времени, обычно это занимает 5-10 минут, после отправки заявления, после посещения МФЦ. Максимум это 72 часа, будет сформирована карта, она появится в личном кабинете, есть специальный такой раздел в вашем профиле «Документы и данные», и там есть отдельная вкладка «Карта болельщика», там все будет храниться. И когда уже вы собираетесь покупать билет, необходимо этот код ввести на сайте, если вы онлайн покупаете билет, либо назвать кассиру.
И когда уже будет приобретен билет, будет сформирован QR-код, и уже на сам стадион вы входите по данному QR-коду. То есть в QR-коде одновременно и билет, и FNID, там все это Все верно, собирается. Да. Паспорт, билет и саму карту предоставлять не нужно. Все в цифровом формате. Все верно, Ну да. и как мы поняли, карта сама оформляется достаточно быстро. Быстро, да. А в Якутии уже есть первые болельщики? Есть, он был буквально вчера, и это очень такой классный у нас заявитель, болельщик со стажем, с 1987 года посещает матчи, оформил карту на себя, также он многодетный отец и сказал, что будет оформлять карту в том числе и на детей, когда они соберутся пойти вместе на матчи. Ага, тогда вопрос логичный сразу назревает, как раз он был следующий у нас, то есть на детей все-таки тоже нужно оформлять карту. Да, все верно. На детей до 14 лет оформляет законный представитель со своего личного кабинета. Детям с 14 до 18 необходимо будет создать свою учетную запись, так как у них уже есть паспорт на портале госуслуг. И лица старше 14 лет уже оформляют со своего личного кабинета. А на каких матчах сегодня требуют карту болельщика? На всех ли? Да, пока карта болельщика нужна на матчи на стадионах в 5 городах. Вот ранее уже назвали это Сочи, еще раз повторю, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Если этот список будет пополняться, мы обязательно об этом поделимся в соцсетях, на нашем сайте, либо к нам можете подойти на консультацию. Да, здорово, но он должен пополняться, да? Да. Ну, мне кажется, в конечном счете все матчи российской премьер-лиги минимум, они будут исключительно по FNID. Во всяком случае, задумка была, по-моему, изначально такая, и к этому все идет. Ну и я думаю, еще раз про перечень документов нам надо сказать, что же все-таки нужно, чтобы вот я хочу, допустим, FNID себе сделать. Ну, либо онлайн, либо прийти в МФЦ лично. Что с собой мне нужно принести? Процедура такая, что изначально вы подаете заявление онлайн на портале госуслуг, дожидаетесь уведомления о том, что нужно посетить МФЦ. И если вы оформляете на себя, вы старше 14 лет, вы с собой берете только паспорт. Если вы оформляете в том числе и на своего ребенка, то вы берете свидетельство о рождении и свой паспорт. А также могут оформить карту болельщика на ребенка не только законные представители, это родители, да, опекуны, но и, например, бабушки, дедушки, тети, дяди. Тогда необходимо предоставить еще нотариальную доверенность от законных представителей, в которой прям должно быть прописано, что мы доверяем ребенку сходить, оформить карту и сходить на матч. В целом только паспорт, свидетельство о рождении и при необходимости нотариальной доверенности. Все. Больше ничего. А насколько легко найти на госуслугах? Очень легко. Есть отдельная вкладка. Также на госуслугах есть поисковая строка с роботом Максом, искусственным интеллектом, и он вам подскажет. Если что, также прямая ссылка на услугу есть в наших соцсетях и на нашем сайте. Александра, спасибо большое за информативную беседу. Ну что ж, будем посмотреть, как будет развиваться вообще система FNID. Но, учитывая, что у нас уже есть первый зарегистрировавший, и что действительно процедура оформления, она очень простая, она достаточно быстрая, 72 часа максимум, это сколько, 3 суток? Не далее? Это максимум, и это только после того, как после посещения ФНЦ отправится заявление. Ну, тем не менее, все равно достаточно быстрая история. Да. Спасибо вам большое. Александра. Будем рады снова видеть вас в нашей студии с хорошими новостями. Ну, а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. В столице Якутии проходит августовское совещание педагогов. В рамках встречи в течение недели проходят курсы, круглые столы, семинары и интенсивы для работников образовательных учреждений. В этом году традиционное совещание в преддверии нового учебного года посвящено теме «Единое российское образовательное пространство. Ключевые задачи региональной системы образования». На пленарном заседании рассмотрели вопросы реализации региональной государственной политики в сфере образования. Также говорили о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Например, во всех учебных заведениях будут внедрены новые технологии по освещению истории родного края. Нами в марте месяца текущего года был уже утвержден комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию, по знанию истории родного края, истории России. И в текущем году по заданию правительства республики специалисты, историки работают над уникальным проектом, разработка интерактивного проекта, мультимедийного проекта, который предназначен для детей школьного возраста по обучению истории родного края. И уже в текущем году эта работа будет завершена, и со следующего года, с февраля 2023 года, она будет запущена по всем
образовательным организациям для того, чтобы дети, используя современные технологии, обучались и познавали историю родного края. Теперь на прилавках якутских магазинов можно будет увидеть местную форель. На сегодняшний день предприятие «Ленская рыба» – единственный сельхозпроизводитель, занимающийся разведением рыбы на территории Якутска. В 2019 году проект стал резидентом территории опережающего развития Якутия, благодаря чему удалось добиться расширения производства. А уже в следующем году предприятие переедет на готовый участок. При этом вся инфраструктура будущего производства была обеспечена ТОР. Так, в скором времени планируется производить 250 тонн товарной рыбы в год, в том числе и тех видов, которые сегодня привозят из других регионов. В соседнем зале у нас есть осетры и запустили пелить. Пока на сегодняшний день форель в основном выращиваем. Осетры это, скажем так, в виде эксперимента. И пелить запустили тоже. Будем смотреть, как она себя поведет, как будет расти. У меня к этому часу вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Кристина. Мы продолжаем. У нас есть... У нас было до этого... Благодарные зрители наши. Благодарные зрители. У нас уже было сообщение с пожеланием хорошего дня, доброго утра, грибного утра. И говоря про грибы, сейчас, да, все ездят, собирают. Я лично вчера почему-то наткнулся на мысль, что сбор грибов, если полный цикл, то есть собрать, почистить, это чистой воды мазохизм. Да, ты сначала походил по лесу, подышал свежим воздухом, спортивный интерес, собрал грибы, а потом вечером что? Чистим грибочки. И часа на 2 мы пропали. Поэтому такое неоднозначное занятие. Тем не менее, если вы сегодня планируете отправиться по грибы в лес, погода к этому... я думаю, многие планируют. Да, это погода располагает. И вот, возвращаясь к сообщению с добрым грибным утром, вот наш зритель отправляет вот такие замечательную фотографию, вот такая. И чтобы вы сегодня, кто за грибами поедет, чтобы у вас минимум вот так было. Картинка очень. Да, и чтобы вот такие грибочки тоже были. Да. А еще есть вот такая красивая, но вы такое не собираете. Посмотреть можно, собирать не надо. Нет, опасно. Опасно это очень, но красиво. Спорить не будем. Ну, красиво, да. Фотографировать тоже можно. Вот, и отправить нам показать. Поэтому желаем вам таких хороших плодов, плодотворных, так скажем, прогулок по лесу. Да, не только плодотворного дня, но и, конечно же, плодотворных прогулок. Сбора, да. Урожай же, да, все-таки своего рода. Грибы же это. Сбор дикоросов. Да. Ну а конец августа — это не только начало сентября, да, это не только когда можно собирать грибы, это время, когда многие выходят после отпуска на работу. Я вижу грусть на твоем лице, Катя, я понимаю, о чем мы сейчас будем говорить. Да. Сказал Паша, который только собирается в отпуск. У которого это состояние будет через 1,5 месяца, но сегодня я свеж и бодр. Послеотпускный синдром — это именно так физиологи называют состояние человека после отпуска. Катя, вот именно это ты сейчас, вероятно, и испытываешь. У всех проявляется по-разному. Одни становятся раздражительными, другие впадают в депрессию. И это состояние есть не что иное, как временный сбой, попытка человека бессознательно продлить себе отпуск. Вот интересно, как помочь себе быстрее адаптироваться к рабочему режиму, помогут советы наших специалистов. Начните за несколько дней до окончания отпуска возврат к прежнему режиму утреннего подъема и отхода ко сну. По мнению специалистов, лучшее время для выхода на работу после отпуска – среда или четверг. Вас будет греть мысль, что через день-два снова будет небольшая передышка в виде выходных. Также не советуют набирать сразу горы работы, чтобы быстрее погрузиться в процесс. Акцентировать внимание надо на основных задачах. Важно уделить внимание питанию. После заморских яств и расслабленного отдыха система пищеварения нуждается в поддержке. В этом помогут поливитамины, укрепляющие иммунитет. Если работа связана с компьютером, нужно стараться обходиться дома без него. А если работа малоподвижна, добавить физическую нагрузку, хотя бы отказаться от лифта и больше предпочитать ходить пешком. В первые рабочие дни лучше не задерживаться на работе. Если есть возможность уйти на полчаса-час раньше, воспользуйтесь. Подобный щадящий режим поможет быстрее адаптироваться
к рабочему режиму. Полезно разбавлять трудовые будни воспоминаниями о самых приятных, ярких моментах отпуска. Для этого можно пересматривать фотографии, делиться впечатлениями. Как вариант, походы по магазинам, в кино, в гости к друзьям или родным. Войти без стресса в рабочий график помогут также десерты из фруктов и горького шоколада. Эти продукты способствуют выделению гормонов радости. Да, вот от шоколада бы я не отказалась. Правда, действительно, как вышла на работу, сразу вот хочется чего-нибудь сладенького. Видимо, вот так вот борется мой организм. Вероятно, да, вероятно. Выходом на работу после отпуска. Он пытается заполнить пустоту, которая осталась от этих прекрасных мест, которые ты посещала. Но жизнь не заканчивается, впереди еще столько отпусков, Катя, поэтому... Да, она мы с только тобой. начинается, я согласна. Да. Вот вчера мы говорили про коллекцию обуви. Моя тема. Да, твоя тема. Ну а сегодня поговорим о модных стрижках. Каре с асимметрией, шейги, длинные локоны и челка. Перечислены 20 модных стрижек на осень 2022 года. Так, многослойные стрижки любой длины по-прежнему считаются самым модным приобретением. Шагая в осень, не забывайте дары лета. Модные стрижки, которыми все восхищались в жаркие месяцы, медленно и верно перетекают в следующий сезон. Главная фаворитка публики – многослойная стрижка «Бабочка». Объяснить ее популярность просто. Все сходят с ума по 90-м, а лесенки и каскады были любимым развлечением той эпохи. От прежних вариантов многоуровневых стрижек ее отличает еще большее количество слоев и более тонкий срез. Другое украшение длинных локонов – выделенные пряди у лица, создающие рамочку. Простой способ сделать лицо стройнее, без знания макияжной техники, контуринга. Короткие варианты тоже в моде. Асимметрия, удлиненная пикси и рваный боб. И не забываем про челку. В целом, легче сказать, что не попало в топ. Пожалуй, только прямая челка до бровей никому сегодня не интересна. Все остальные образы к вашим услугам. Челка на бок, мини и микро варианты с удлинением, занавеска и тонкие пряди, падающие на глаза, смотрятся свежо и интересно. Я сделаю себе многослойную бабочку. Челку. Челку. Не хочешь? Ну, если убрать лак, вот это все вот так упадет. Как раз в отпуске. Как раз вот эта прямая челка, которая никому не нужна. Поэкспериментируешь в отпуске. Ну а что ж, перед тем, как попрощаться, давайте снова поговорим о погоде, да, потолкуем об уходящем лете. Что нас ждет за окном сегодня, как раз для тех, кто просыпается к 8. Внимание. На 6 часов утра температура воздуха в центральных районах сегодня составила 8-9 градусов тепла. В заречной группе 7 и 9, в южных 8 и 10 градусов. В Вилюйской группе 7-9 градусов тепла, в Нижнеленских от 1 до 4, в западных 3 и 8, в Колыме-Дигирской плюс 6 и 16, в Янских 5 и 7 градусов тепла, на северо-западе 4 и 7 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 9 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер до 1 метра в секунду. А сегодня днем нам обещают преимущественно без осадков, ветер подует западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. Кстати, в прошлом году, насколько я помню, было намного теплее, чем год сейчас. Году рознь, я считаю, и это нормальное явление. Вот. Но вообще в некоторых районах Якутии уже начались первые заморозки, Да, поэтому, слышала. мне кажется, осень немножко торопится, но мы всегда знаем, что в природе сохраняется баланс. Если у нас будет холодная осень, дай бог, у нас будет, может быть, теплая зима. Но мне кажется, еще впереди бабье лето нас порадует. Возможно. Да. Возможно, оно и порадует. Но ты будешь в отпуске. Ну, я буду в другом бабьем лете. Там оно не бабье, оно там лето, возможно. Да, пускай у вас в душе всегда будет лето, хорошее настроение. Мы обязательно с вами увидимся завтра. Пусть все сегодня у вас получится. Хорошего дня. Да, ну и не забывайте, что время грибов самое сейчас, что ни на есть. Пасмурно, дождик. Поэтому соберите побольше, если вы любите это дело. До завтра.